концерта будут вам очень признательны, если во время мероприятия отключите или поставите на беззвучный режим свои сотовые телефоны. Желаем вам приятного отдыха. Спасибо.
и уютном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. И сегодня коллектив филармонического музыкально-литературного лектория под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева представляет вашему вниманию совершенно новую концертную музыкальную программу «Ты – моя мелодия», в которой прозвучат самые известные и всеми любимые песни легендарного советского и российского композитора Александры Пахмутовой. Считается, что если песня продержалась на эстраде примерно около 5 лет, то это, безусловно, большой успех и счастливая судьба. Песни же Александры Николаевны живут уже более полувека. Их не просто пели, их искренне любили. На этих песнях росли не одно поколение советских, а затем уже и российских слушателей. Почему же мы так любим Пахмутову? Давайте оставим этот вопрос открытым и постараемся чуть позже ответить на него вместе с вами. Все мы прекрасно знаем, что этот год для Александры Пахмутовой юбилейный. И как и 10 лет назад, когда композитору исполнилось 85 лет, Татарская государственная филармония проводит концерт, посвященный творчеству композитора. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность вновь посмотреть видеообращение Александры Николаевны, которое она отправила в адрес казанцев и зрителей нашей филармонии. Внимание на экран. Дорогие друзья, дорогие казанцы, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня на этот концерт. Я верю, что мы с вами обязательно увидимся. Мы не раз бывали в Казани, мы очень любим Казань. И будем счастливы обязательно вас побывать, не теряя надежды. И чтобы, знаете, ну пусть начнется, и пусть хорошо пройдет концерт. Счастья вам, радости, красавицы Казани, расцветать и дальше. Всем вам успехов и большого-большого счастья. И чтобы все-таки, ну я хоть немножко участвовал в вашем концерте, я начну концерт с одной из песен, и концерт начнется. Счастья вам, успехов и радости. Нашу концертную программу продолжит песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Ты – моя мелодия». Поет лауреат международных конкурсов Тимур Сабиров. Я твой
настоящее время уже является частью города Волгограда. Ее родители, партийный работник Николай Андрианович и Мария Андреевна, довольно рано заметили музыкальные способности своей дочери. Когда маленькой Александре было 3 года, в ее большой комнате у окна появилась пианино. «Здравствуй», — говорила ему маленькая Аля, нажимая на клавиши. И инструмент отвечал ей звонким и веселым голосом. Уже в 5 лет Александра написала свою первую пьесу. «Что это?» — спросили взрослые. «Петухи поют», — серьезно отвечала девочка. Кто бы мог подумать, что спустя всего пару десятилетий ее песни будет знать и петь вся страна. Прозвучит песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Беловежская пуща». Поет лауреат всероссийских конкурсов Сергей Беляков.
в Сталинградской городской музыкальной школе, а затем в Карагандинской музыкальной школе Казахской ССР, куда семья Пахмутовых была эвакуирована с началом Великой Отечественной войны. В 1943 году, в такое сложное время, отец привозит Алю в Москву, где она становится ученицей Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Жила девочка у знакомых, и каждый день, каждое утро она вставала очень рано и приходила заниматься за 2 часа до занятий в класс фортепиано. Музыкальная одаренность Александры Пахмутовой и ее трудолюбие позволили ей с большим отличием окончить школу одаренных детей, и затем она поступает на композиторский факультет в Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского, где продолжила свое занятие композицией в классе педагога Виссариона Яковлевича Шибулина. А нашу музыкальную программу продолжит песня Александры Пахмутовой на слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском». Исполняет лауреат международных конкурсов Оксана Шайдулина, партия скрипки Дарья Ливанова.
Александра Пахмутова работает в различных жанрах, но именно песенное творчество занимает особое место. Ее песни звучат везде, в каждом доме, в театре и кино, на радио и телевидении. И как признание популярности и любви слушателей, многие песни Александры Николаевны звучали в разные годы сначала на советском, а затем уже и на российском телевизионном фестивале эстрадной песни, который ежегодно проходит с 1971 года. Так, в 1976 году на фестивале «Песня года» было исполнено произведение Александры Пахмутовой, написанное на слова Сергея Гребенникова «Шумят хлеба», который тогда исполнил заслуженный артист РСФСР Геннадий Белов. Лирическая мелодия и трогательные строки о родине завоевали всеобщую любовь и сделали песню невероятно популярной. А сегодня эту песню для вас исполнит народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Солдатской
которые стали классикой советской песни. Пережив тяжелые военные годы, композитор не раз воспела в своих песнях героев войны, мужество, силу духа русских солдат. Среди ее знаменитых песен такие песни, как «Весна 45-го года», «Голос Родины», «Голос России», «Горячий снег» и, конечно же, песня на слова Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам». Исполняет лауреат Шаляпинской стипендии Дмитрий Босов.
теплые и дружественные отношения с первым космонавтом Юрием Гагариным. К его первому полету в космос была написана песня «Орлята учатся летать». Именно Гагарину Александра Николаевна первому исполнила свою знаменитую песню «Нежность», и эта песня была одной из его любимых. После трагичной гибели легендарного космонавта появился очень трогательный вокальный цикл «Созвездие Гагарина». Юрий Гагарин для нас не абстрактный герой, а близкий и любимый человек, сказала Александра Николаевна. И сейчас для вас прозвучит песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Нежность». Исполняет лауреат международных конкурсов Гульнара Байназарова. Опусти
1956 году на Всесоюзном радио композитор познакомилась с актером и поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который читал стихотворение в детской программе «Пионерская зорька». Первой их совместной работой стала песня «Лодочка моторная», положившая начало их совместному счастью. А буквально уже через 3 месяца после знакомства Николай Николаевич и Александра Николаевна создали свою семью, которая также стала крепким и плодотворным творческим союзом. Прожив вместе долгую, интересную и насыщенную яркими событиями жизнь, они сумели создать сотни прекрасных песен, которые воплотили в себе всю их нежность, любовь и доброту. Все мы знаем, что совсем недавно, 16 сентября 2023 года, на 95-м году жизни, после продолжительной болезни, Николая Добронравова не стало. И пусть в память об этом выдающемся поэте своего времени, верном друге Александры Пахмутовой, прозвучит их трогательная песня «Как молоды мы были». Поет лауреат международных конкурсов Алмаз Хусаинов.
«Битва за Москву» и многие другие уже просто невозможно представить себе без музыки выдающегося композитора, которые обогатили советский музыкальный кинематограф. Интересно и то, что музыка Александры Николаевны звучала и в советских мультфильмах. Так, например, ее детская песенка-загадка «Кто пасется на лугу» стала основой сюжета советского короткометражного рисованного мультфильма из альманаха «Веселая карусель», снятого в 1973 году. А нашу музыкальную программу продолжит душевная песня Александры Бахмутовой на слова Михаила Матусовского из кинофильма «Девчата» «Старый клен», который исполнит для вас народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России Георгий Вибушев и Гульнара Байназарова. Партия «Поляна», лауреат международных конкурсов Айдар Валиев.
Стравинская. Это лишь небольшой список певцов советской эстрады, которые были лучшими и первыми исполнителями песен Александры Пахмутовой. Некоторые из вас наверняка помнят эстонский вокально-инструментальный ансамбль «Лайне», образованный в 1960 году. 4 блондинки и 4 брюнетки не сходили с экранов центрального телевидения, а их пластинки расходились огромными тиражами. Именно они так ярко и запоминающе исполнили написанную Александрой Николаевной песню в ритме фокстрота «Хорошие девчата» из кинофильма «Девчата». А сегодня эту песню для вас споют Гулинара Байназарова и Оксана Шайдулина. Создавались в атмосфере необычайного подъема в стране. Осваивались целинные земли и сибирские просторы, строились масштабные заводы и электростанции. Дух романтики, оптимизм, вера в настоящее и светлое будущее пронизывают каждую песню, и в каждой песне чувствуется огромная благодарность композитора к самой жизни. Из многочисленных поездок по разным уголкам нашей страны появлялись удивительные песни, которые обретали широкий резонанс. Так, в 1962 году, чтобы поддержать молодежь на комсомольских стройках от Иркутска до Братска, в Сибирь была отправлена творческая поездка. Помимо композитора Александры Пахмутовой, поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, в ней также приняли участие и молодой певец Иосиф Кобзон и Виктор Кахно. Так вскоре появился цикл лирико-героических песен «Таежные звезды», в которой помимо таких песен, как «Девчата танцуют на палубе», «Лев-500», «Куба, любовь моя», конечно же, вошла такая песня, как «Главное, ребята, сердцем не стареть». Эта песня стала своеобразным символом и гимном комсомольцев. И она также прозвучала в таких кинофильмах, как «Внимание, черепаха» и «Ирония судьбы» или «С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова. А сегодня эту песню для вас «Главное, ребята, сердцем не стареть» исполнит Владимир Васильев. Собрались мы в этот край таежный, только самолетом можно долететь, а ты улетающий
взят из-под земли, а ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчаться над тайгой выше облаков, мчаться чуть похожие на больших орлов. Мчаться над тобой, не знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Владимир Васильев и Роман Чуйков. Мало кто знает, что Александра Пахмутова на протяжении всей своей жизни всегда увлекалась спортом и была страстной болельщицей футбола. Вместе со своим супругом они поддерживали сборную России, а сама Пахмутова отдавала предпочтение, конечно же, команде «Ротор» из своего родного Волгограда. Совместно с Николаем Добронравовым они написали песни «Это наша игра», «Команда молодости нашей», «Герои спорта» и многие другие, посвятив их российским спортсменам. И сейчас прозвучит еще одна песня Александры Пахмутовой на слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, ставший подлинным спортивным гимном. «Трус не играет в хоккей», который исполнит для вас Дмитрий Босов. Победной молнией пульсирует она, но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина, мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем мы, как сталь, сраженье золота и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина, мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Дорогие друзья, небольшой анонс. 18 февраля мы приглашаем вас на концерт «Музыка эпохи классицизма». Артисты нашего коллектива исполнят для вас шедевры музыки Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов, чьи произведения исполняются на лучших сценах
всего мира. А 22 февраля мы ждем вас на концерте солистки нашего коллектива, лауреата международных конкурсов Оксаны Шайдулиной с концертной программой «От сердца к сердцу», где в сопровождении камерного оркестра «Астра» певица представит вашему вниманию прекрасную концертную программу из шедевров зарубежной и русской классики, а также известных песен советских композиторов. А для наших юных зрителей 7 апреля мы подготовили удивительный и яркий музыкальный спектакль «Бременские музыканты». Билеты вы можете приобрести на сайте или в кассе филармонии. Приходите, мы вас ждем. А нашу музыкальную программу продолжит трогательная песня, которая была написана в далеком, но таком родном и близком 1980 году, когда вся наша страна и весь мир с трепетом в душе, надеждой и со слезами от счастья на глазах следили за удивительно трогательным моментом закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве. Итак, звучит песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «До свидания, Москва». Поет лауреат международных конкурсов Айсылу Нурулина. Ночь
деятельность. В разные годы за большой вклад в музыкальное искусство она была удостоена самых высших званий. Это звание народной артистки СССР и Героя социалистического труда. Ей присужден целый ряд престижных государственных премий и наград. Великому композитору нашей современности установлены памятники в Волгограде и Когалыме. В ее честь названа музыкальная школа. Александра Николаевна также является почетным гражданином многих городов нашей страны. Волгограда, Братска, Луганска, Москвы и многих других. А в 1976 году имя знаменитого композитора было увековечено и в масштабах всей Вселенной. Открыв новый астероид, крымские ученые назвали его Пахмутова в знак глубокого уважения к этой женщине, подарившей соотечественникам много прекрасных и жизнеутверждающих песен. Но, пожалуй, самая большая награда – это, конечно же, искренняя и преданная любовь зрителей, которая длится почти столетие. Звучит песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова, посвященная первому космонавту Юрию Гагарину. Знаете, каким он парнем был? Поет Тимур Сабиров. Землей
концерт, посвященный прекрасной женщине, нашему современнику и выдающемуся композитору Александре Николаевне Пахмутовой. И возвращаясь к вопросу, который прозвучал в начале нашего концерта, почему же мы так любим Александру Пахмутову? Я думаю, что все мы без колебаний ответим, что огромное трудолюбие и верность своему отечеству Александры Николаевны, наряду с ее музыкальным дарованием и высоким уровнем культуры, подарили нам прекрасный мир чувств и воспоминаний, которые мы вновь и вновь переживаем в замечательных песнях Александры Пахмутовой. И пусть в завершении нашего концерта прозвучит трогательная и всеми любимая песня Александры Пахмутовой «Надежда». Для вас споет коллектив филармонического музыкально-литературного лектория. Подпевайте вместе с нами! Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодный
вам наших артистов. Алмаз Хусаинов. Солист Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан Айдар Валиев. И, конечно же, артисты филармонического музыкального театра Виктория, партия скрипки Дарья Ливанова. Айсулу Нуруллина. Тимур Сабиров. Дмитрий Косов. Сергей Беляков. Оксана Шайбулина. Гульнара Богдазарова. Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России Георгий Ивушев. Концертмейстер, народный артист Республики Татарстан Роман Чернов. И, конечно же, художественный руководитель филармонического музыкального театра Виктория, народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Хотелось бы завершить наш концерт словами поэта Николая Добронравова, глубокими по своему смыслу. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. А мы с вами не прощаемся, а говорим, как всегда, до новых встреч! Гасить, не гасить?